Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представлюсь. Бодорова Наталья Станиславовна, учитель химии школы номер 9 города Сыктывкара. Тема вебинара: технологии формирования функциональной грамотности обучающихся по химии в условиях реализации ФГОС. Приемы формирования навыков смыслового чтения. Начну с тезиса Яна Амоса Каменского, чешского педагога. Читать и не понимать – то же, что совсем не читать. В данной работе 3 части. Первая часть – анализ диагностических работ, вторая часть – теоретическая, третья – из личного опыта. Для оценки сформированности навыков смыслового чтения была составлена небольшая диагностическая работа. Для обучающихся 8 классов, а я еще включила и 9 классы. Работа состоит из 5 заданий. Задания предполагают выбор верных утверждений на основе прочитанного текста, обработку информации, представленной в виде таблицы, использование символов, анализ и оценку рисунков. Изучение химии в 8 классе только начинается. При составлении работы этот факт учтен. Почему проводилась такая диагностическая работа? Вернемся. В Федеральном государственном образовательном стандарте одним из требований к образовательному процессу является формирование стратегии смыслового чтения и работа с текстом. Работа с текстом – это поиск информации и понимание прочитанного, преобразование и интерпретация информации, оценка информации. В данной диагностической работе, которая состоит из 5 заданий, включается именно работа с текстом. Задание первое. Внимательно прочитайте текст, в котором говорится о роли химии в научно-техническом прогрессе. Предлагают 7 предложений. Среди них 5 высказываний, 2 из них верные. Второе задание. 8-классник Михаил съел за обедом 150 грамм отварного картофеля. Используя данные, приведенные ниже таблицы, определите, какую массу жиров получил при этом организм юноши. Ответ подтвердите расчетом. Содержание жиров в некоторых овощных блюдах представлено в таблице. Заметьте, массовая доля жиров в процентах. Еще один вопрос. Какую долю суточной физиологической нормы 90 грамм составляет потребленное Михаилом количество жиров? Ответ подтвердите расчетами. Третье задание. Имеется следующий перечень химических веществ: железо, хлороводород, хлорид железа 2, водород, вода. Используя этот перечень, выполните задание. 3.1. Напишите химические формулы каждого из указанных веществ. 3.2. Каждое из веществ, упоминаемых в перечне, соответствует следующему описанию. Жидкость без цвета. Какое из веществ, упоминаемых в перечне, соответствует следующему описанию? Жидкость без цвета и запаха. Температура кипения 100 градусов Цельсия. Температура замерзания 0 градусов Цельсия. 3.3. Из данного перечня выберите сложное вещество, содержащее атомы водорода, кроме воды. Запишите его химическую формулу. 3.4. Из приведенного перечня веществ выберите соединение, состоящее из 2 элементов. Вычислите массовую долю водорода в этом соединении. Следующее задание, 4. Рассмотрите рисунок. Выберите все верные утверждения. Первое. Девочка направляет дым из пробирки к себе, потому что только так нужно знакомиться с запахами. Второе. Вещество в пробирке представляет опасность для здоровья, поэтому девочка направляет дым из пробирки к себе. Третье.
Вещество в пробирке приятно пахнет, поэтому девочка направляет дым из пробирки к себе. 4. Газообразное вещество имеет яркую окраску, поэтому девочка направляет дым из пробирки к себе. И последнее задание, 5. Рассмотрите рисунок, на котором изображена установка для разложения основного карбоната меди – малахита. Выберите все верные утверждения. При разложении малахита образуется несколько новых веществ. 2. Разложение малахита происходит при комнатной температуре. 3. Пробирку с малахитом можно держать руками. 4. Образование капелек воды H2O на стенках пробирки и выделение углекислого газа CO2 свидетельствует о том, что малахит разложился. Для сравнения я представила две таблицы. Верхняя – результаты одной из школ России. Нижняя – результаты ребят 8 и 9 класс. Группы по 12 человек. Они не сдают экзамен по химии. И что же мы видим? С первым заданием справилось небольшое количество обучающихся. Большинство выбрали одно верное высказывание, второе выбрано неверно. Вывод. Навыки смыслового чтения сформированы недостаточно. Рассмотрим результаты второго задания. Также невысокий процент выполнения. Следовательно, оценка информации, представленной в форме таблицы, вызвала затруднения. К тому же, необходимо провести расчет на основе данных таблицы. Это усложняет процесс мышления. С третьим заданием справились лучше. Ребята 9 классов, я специально разделила третий вопрос на две части. Составление формул и вычисление. Оказалось, что с составлением формул справляется лучше, а вот вычисления 9 класс даже не приступали. Ведь они же не сдают экзамен. Получается, что навык развит недостаточно. С 4 и 5 заданием справились более 50%. Сделать вывод о том, что анализ рисунка не представляет затруднений, нельзя, поскольку почти половина обучающихся с данным заданием не справляются. Итак, какие же проблемы возникли? Невнимательное отношение к формулировкам самих заданий приводит учеников к неверному выполнению задания. При выполнении заданий ВПР, ГИА и ЕГЭ, которые требуют анализа текста, его интерпретации и преобразования его в знаковые формы, таблицу, схему, формулу, даже успешные учащиеся допускают ошибки. Учащиеся плохо ориентируются в информационном потоке. Для решения проблем предполагается первое – использование текстовых заданий на различных этапах урока, изучение учебного материала, повторение, проверка домашнего задания, тематический контроль или итоговый. И второе – использование символов, перевод информации из текста в графику и наоборот. Для решения этой задачи учебный предмет химия представляет множество возможностей, поскольку при изучении курса постоянно требуется перевод словесной информации в символьную и наоборот. Поможет смысловое чтение. Вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста, восприятие текстовой информации и способность к ее интерпретации. Выделяют следующие виды чтения. Просмотровое. Вид смыслового чтения, при котором происходит поиск конкретной информации или факта. Ознакомительное. Вид, с помощью которого
В тексте определяется главный смысл, ключевая информация. Изучающее – вид смыслового чтения, при котором в зависимости от цели происходит поиск полной и точной информации и дальнейшая ее интерпретация. Из всего написанного выделяется главное, а второстепенное опускается. Рефлексивное – самое вдумчивое чтение. Во время такого процесса читающий предвосхищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу чтения. Способы смыслового чтения. Аналитический или структурный. В этом случае читатель идет от целого к частному. Цель такого чтения – понять отношение автора к предмету или явлению и выявить факторы, повлиявшие на это отношение. Синтетический или интерпретационный. Здесь читатель движется от частного к целому. Цель этого способа – выявить, какие задачи поставил автор в этом тексте и каким образом и насколько решил их. Критический или оценочный. Цель этого способа – оценить авторский текст и решить, согласен ли с ним читатель. Основные навыки смыслового чтения включают в себя определение содержательной части текста, деление текста на части по их смысловому содержанию, определение основной и второстепенной информации, извлечение необходимой информации из прочитанного, понимание основной мысли текста, свободная ориентация в прочитанном, свободное изложение основной мысли текста и практическое применение усвоенного материала. Выделяют 3 фазы чтения. Первая – предтекстовая деятельность или работа с текстом до чтения. Восприятие текста, раскрытие его содержания и смысла, своеобразная расшифровка, когда из отдельных слов, фраз, предложений складывается общее содержание. В этом случае чтение включает просмотр, установление значений слов, нахождение соответствий, узнавание фактов, анализ сюжета и фабулы, воспроизведение и пересказ. Что необходимо? Постановка целей и задач чтения, актуализация или знакомство с важными понятиями, терминами, ключевыми словами, актуализация предшествующих знаний, формирование установки на чтение с помощью вопросов или заданий, мотивирование читателя, формирование умения и привычки думать над книгой до чтения. Вторая фаза – текстовая деятельность или работа с текстом во время чтения. Извлечение смысла, объяснение найденных фактов с помощью привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста. Здесь происходит упорядочивание и классифицирование, объяснение и суммирование, развлечение, сравнение и сопоставление, группировка, анализ и обобщение, соотнесение с собственным опытом, размышления над контекстом и выводами. Что необходимо? Выдвижение гипотезы о содержании читаемого материала, ее подтверждение или отклонение, размышление во время чтения о том, что и как я читаю и насколько хорошо понимаю прочитанное. Третья фаза – послетекстовая деятельность или работа с текстом после чтения. Создание собственного нового смысла, то есть присвоение добытых новых знаний, как собственных в результате размышления. Что необходимо? Применение и использование материала в различных ситуациях, формах, сферах. Работа связана с усвоением, расширением, углублением, обсуждением прочитанного. Происходит корректировка читательской интерпретации авторским смыслом. Некоторые приемы формирования навыков смыслового чтения я сейчас
представлю. Прием чтения по частям. Форма работы групповая. Преимущество этого приема в том, что к работе привлечены все учащиеся класса. Текст делится на 4-5 частей. В каждой группе 4-5 человек. Если параграф большой по объему, выбирается один пункт или несколько. Каждый член группы читает свою часть. Сильным учащимся в группах можно дать часть текста большего объема или более сложного по содержанию. Дети должны сконцентрировать чтение только на своей части. Передача содержания текста. После чтения ответственный за свою часть рассказывает ее товарищам в группе. После обсуждения любой ученик вызывается к доске и для передачи содержания текста, и каждый из членов группы будет переживать за ответ товарища. Если отвечающий у доски не справляется с ответом, помогают товарищи из группы. Оценки выставляются или всей группе, или выборочно членам группы. Все зависит от ответа учащихся и состава группы. Например, урок в 9 классе по теме получения металлов. Текст делится на части. Первая часть – металлы в природе, вторая часть – руды, третья часть – пирометаллургия, четвертая часть – гидрометаллургия, пятая часть – электрометаллургия. Если классы небольшие, то можно использовать прием чтения в паре. Удобный прием, так как учащиеся сидят за партами парами. Данный прием можно использовать как для объяснения, так и для закрепления изученного материала. Точно так же учитель делит текст параграфа на 4-6 частей. Каждой паре дается одна часть. Учитель распределяет роли в паре. Один из пары – репортер, второй – отвечающий. Оба ученика в паре читают свою часть. После чтения репортер передает содержание текста отвечающему без подглядывания, но может использовать при ответе графические знаки типа кластеров, схем для запоминания и рассказывать по ним. Отвечающий слушает и задает наводящие вопросы. Затем они меняются ролями. Каждая пара рассказывает свою часть перед всем классом. Класс внимательно слушает ответы и ставит оценки каждой паре. Можно использовать дифференцированный подход. Средним учащимся давать тексты для пересказа большего объема, чем слабым, а сильные учащиеся получают задания творческого характера – составить тест, небольшой кроссворд или ребус по тексту. Также учащиеся могут получить индивидуальные задания. Оценивать содержание всего изучаемого материала по предложенным учителем вопросам, которые составляются заранее. Данный прием активизирует мыслительную деятельность учащихся. После такой работы дети с большим интересом читают новый материал. Кластер или гроздь. Можно использовать данный прием, работая с текстом при изучении химических элементов. Темы углерод, водород, азот, сера и так далее. Данный прием относится к приемам критического мышления. Смысловые единицы выделяются из текста и оформляются графически в виде грозди. Применять метод кластера можно на любом этапе урока. Вызов, осмысление, рефлексия. Например, изучая тему кислород, составляем следующий кластер. Мы видим химический элемент кислород, его данные как элемента, далее простое вещество кислород, химические свойства, физические свойства, получение. Очень удобная форма работы для пересказывания и для запоминания. Следующий прием – мозговой штурм. Используется до чтения текста и позволяет не только активизировать школьников и разрешить проблему, но также и формирует нестандартное мышление. Такая методика не ставит в рамки правильных и неправильных ответов.
Ученики могут высказывать мнение, которое поможет найти выход из затруднительной ситуации. В начале урока учитель дает индивидуальные задания. Напишите в течение 3 минут все, что знаете или думаете о солях. Работа в парах. Думаем, обмениваемся мнением, дополняем свои записи. Каждая пара готовит по одному вопросу к изучаемой теме. Например, чем отличаются средние соли от кислых и основных. Работа в группах. Обмен мнениями. Дополняем записи. Каждой группой выбираются самые интересные вопросы, составленные в парах, и записываются на доске. Каждая группа выбирает 2 вопроса, на которые кто-то из ее членов мог бы ответить. Ответы в группе обсуждаются, и один член группы отвечает на поставленный вопрос. Затем учащиеся читают параграф учебника. После чтения обсуждают неточности, ошибки, допущенные по теме. До чтения текста отмечают, о чем не шла речь вообще. Следующий прием – заполнение пропусков. Я думаю, что такой прием часто используют учителя. В тексте закрывается часть слов и понятий. Дети подбирают спрятанные слова по смыслу, то есть задача учащихся – восстановить текст. Например, при изучении в 8 классе темы «Кристаллические решетки» предлагается такое задание. Прочитайте текст и заполните пропуски, вставляя слова или цифры, которыми обозначены на рисунке соответствующие понятия. И вот перед вами, как может выглядеть работа. Пунктиром обозначены точки, в которые нужно поместить слова. Следующий прием. Учимся задавать вопросы разных типов. Ромашка, Блума. 6 лепестков. 6 типов вопросов. Например, при изучении темы «Чистые вещества и смеси». Простые вопросы. Что можно назвать чистым веществом? Что такое дистиллированная вода? Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов. То есть ты говоришь, что смеси бывают не только жидкие? Если я правильно поняла, то я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о... Интерпретационные, объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему». Например, почему очистка веществ – важнейшая проблема химии? Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии, прогноза. Что бы изменилось, если бы метод химического анализа не использовался на предприятиях? Как вы думаете, какими методами разделения смесей будут пользоваться в 22 веке? Могут ли случиться изменения? Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных фактов. Чем отличаются способы очистки веществ в XIX веке от современных способов? И так далее. Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление взаимосвязи между теорией и практикой. Например, где вы в обычной жизни могли использовать некоторые методы разделения смесей? Следующий прием называется заполнение таблицы. Прочитанную информацию учащиеся интерпретируют в табличную форму, выделяя необходимую информацию для заполнения таблицы из текста. Например, в 8 классе данный прием можно использовать при изучении тем оксиды, кислоты, соли. Здесь мы рассказываем строение, физические свойства, химические свойства и приводим примеры. В 9 классе при изучении темы галогены учащиеся заполняют таблицу, используя прочитанный текст параграфа. Таблица может выглядеть следующим образом. В первом столбике галогены, второй столбик – физические свойства галогенов, третий столбик – химические свойства галогенов.
Следующий прием – создание викторины. Проводится, как правило, в игровой форме, во время которой учащиеся составляют вопросы, используя информацию из прочитанного текста. Этот прием целесообразен как обобщение пройденной темы. При изучении в 9 классе темы «Металлы» проводится викторина по тривиальным названиям природных соединений металлов. Например, напишите химическую формулу магнитного железняка. Приведите номенклатурное название пирита и так далее. Следующий прием – тонкие и толстые вопросы. Учащихся необходимо обращать к их собственной интеллектуальной энергии. Мысль остается живой только при условии, если ответы стимулируют дальнейшие вопросы. Известно, что не каждый вопрос является инструментом развития учащихся. Таблица тонких и толстых вопросов может использоваться на любой стадии урока. Первоначально учащиеся под руководством учителя осваивают технологию составления тонких и толстых вопросов с использованием текста учебника, а в последующем делают это самостоятельно. Например, вопросы по теме «Щелочные металлы». Тонкие вопросы. Где в периодической таблице расположены щелочные металлы? Встречаются ли щелочные металлы в природе в свободном состоянии? Толстые вопросы. Чем можно объяснить различие в химической активности щелочных металлов? С чем связаны особые меры предосторожности при хранении щелочных металлов? Каковы они? И так далее. Составление списка. Учащимся предлагается перечислить слова, объекты, свойства по определенному вопросу или теме. Рассмотрим применение данного приема при изучении в 8 классе. Темы «Простые вещества, металлы». В начале урока учащимся предлагается подумать и составить список тех сведений, которые они знают о металлах. Затем, работая с текстом параграфа, ребята делят прочитанные сведения на 3 колонки. Информация, которую я знал до урока, информацию, которую я узнал на уроке, информация, которую я хотел бы узнать. Составление краткой записи задачи. Формируется умение целенаправленно читать учебный текст, задавать проблемные вопросы, вести обсуждение в группе. Например, задача на смешивание растворов. Смешали 250 грамм 15% и 300 грамм 7% растворов сахара. Вычислите массовую долю сахара в полученном растворе. Благодаря такой краткой записи ребята лучше понимают, как решить задачу. Следующий прием – урок взаимообучения. Здесь в начале урока ученики делятся на группы. В каждой группе выдается лист усвоения материала урока. На листе приведены как изученные данные, так еще и неизученные. У всех групп задания одинаковые. Лист усвоения знаний – это минимум знаний, который должен быть усвоен к концу урока. Учитель может подойти, если у группы затруднения. Помощь заключается в том, что учитель посоветует, где искать ответ в учебнике. Можно просить помощь у другой группы. После проверяем задание с комментариями у доски. Интересное название – инсерт. Данный прием – это маркировка текста по мере его чтения. Применяется для стимулирования более внимательного чтения. Чтение превращается в увлекательное путешествие. Первое – это чтение индивидуальное. Читая, ученик делает пометки в тексте. Галочка, если уже знал. Плюс – узнал что-то новое. Минус – думал иначе.
знак вопроса «не понял», есть вопросы. Читает он второй раз, заполняет таблицу, систематизируя материал. Для размышления. Используя на уроках химии прием смыслового чтения, важно понимать, что различные виды деятельности имеют свои методы. Наиболее эффективным для данного вида деятельности является проблемный метод. Использование данного метода в ходе изложения учебного материала предполагает, что по ходу изучения учитель совместно с учащимися размышляет, доказывает, обобщает, анализирует факты. Проблемный метод обучения позволяет развить у учащихся следующие универсальные учебные действия. Регулятивные – самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Коммуникативные – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. Познавательные – строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей и так далее. На этом слайде задание 21 из ОГЭ. Я хотела бы обратить внимание на следующие слова. Критерии оценивания. Наверное, оценивание должно быть измеримо. То есть обучающемуся необходимо научиться оценивать свою работу. Я из личного опыта расскажу про прием составления, нахождения сходств и различий. Данный прием учащимся предлагается сравнить несколько объектов, текстов, схем, картинок, формул химических веществ и так далее, найти сходства и отличия и предложить свой вариант ответа. Для обучения решению задач использую следующий дидактический материал. Сначала происходит предтекстовая деятельность. Работа с текстом до чтения. То есть идет своеобразная расшифровка, установление значений слов, узнавание фактов, анализ текста, актуализация предшествующих знаний, формирование установки на чтение, мотивирование читателя, формирование умения думать до чтения. Это касается Сюда входит условия задачи и 4 алгоритма, которые представлены в таблице. Следующая часть. Мы видим уравнение реакции, а под ним задачи А и Б. Обычно начинаю с задачи А. Их 5. Дальше идет текстовая деятельность, то есть работа с текстом во время чтения. Читаем условия задачи, понимаем, что дано, что найти, который подойдет алгоритм. То есть здесь мы проводим развлечение, сравнение, сопоставление, группировку, анализ и обобщение. Выдвигаем гипотезу, ее подтверждаем, хорошо ли понимаю прочитанное. И третья часть – это послетекстовая. Применение, то есть само оформление задачи. Здесь происходит усвоение, расширение, обсуждение, а именно корректировка проблем. Конечно, детям я этот материал должна преподнести. В 8 классе преподносим, используя метапредметность.
То есть мы говорим, вот у нас есть математики. Из пункта А в пункт Б мы можем использовать то же самое, но у нас химия с учетом коэффициентов. Пункты А и Б всегда уточняем. Это направление рассуждения. Задача может быть как прямой, так и обратной. Используем знания физики, но и химии. Дано масса, объем, количество вещества. Найти массу, объем, количество вещества. Сколько может быть решений? Предлагаем 4 варианта. Это алгоритм 1, 2, 3 и 4. Уточняем, сколько действий в каждом алгоритме. Возникает проблемный вопрос. Уравнение реакции может быть другим? И ребята соглашаются. Да, но ход решения изменится или останется прежним? Прежним, из пункта А в пункт Б. Дальше применяем смысловое чтение. Необходимо проанализировать условия всех 5 задач. Читаем условия, выясняем, что дано, что найти, подбираем алгоритм и количество действий в алгоритме. Например, в первой задаче дана масса вещества А, найти массу вещества Б. Используем алгоритм 1. Во второй задаче дана масса вещества А, найти объем вещества Б. Используем алгоритм 2. 6 действий. В третьей задаче дан объем, найти массу. Алгоритм номер 3. А вот в четвертой задаче дано количество вещества А и вычислить количество вещества Б. Используем алгоритм 4. Но сколько действий? Всего 2. В пятой задаче дан объем вещества А. Найти количество вещества Б. Какой алгоритм будем использовать? Ведь готового алгоритма нет. Будем использовать алгоритм 3. Сколько действий? 4. Таким образом, ребята читают задачу, составляют план решения самостоятельно. И при решении задач возникают проблемы. Кто-то не умеет составить формулу веществ, у кого-то проблема с расстановкой коэффициентов, у кого-то затруднения в вычислительных навыках. И получается, что благодаря этому алгоритму мы находим конкретные проблемы. И решить конкретные проблемы намного проще. Ведь как решается задача, ребята знают, но не умеют составить формулу веществ. Теперь они научатся составлять формулы веществ, научатся расставлять коэффициенты, и задача будет решена намного быстрее. И вот благодаря смысловому чтению планируемый результат, а именно умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, предметные умения вычислять относительную молекулярную массу вещества по его химической формуле, проводить расчеты по уравнению химической реакции, масса, количество вещества, объема по известным массе, количеству вещества, объем реагентов или продуктов и контроль, самоконтроль, самооценка при выполнении каждого действия задачи. Помните, я говорила критерии оценивания? Здесь они могут сами, поставив знак плюс или минус, с каждым действием обозначить, что у них получается, что не получается, над каким действием надо поработать, что повторить. Переходим в 9 класс. Такие же задачи, но немножко усложненные. При объяснении сначала проводим актуализацию знаний. Ребята, ведь вы помните, в 8 классе мы решали задачи. Первое действие, первая формула.
Масса растворенного вещества равна масса раствора, произведение массы раствора и массовой доли растворенного вещества. Вторая формула, которую мы с вами использовали – вычисление массовой доли растворенного вещества. Это масса растворенного вещества, отношение массы растворенного вещества к массе раствора. Проблемный вопрос. Если, используя первую формулу, мы можем вычислить массу растворенного вещества, можно ли изменить первый алгоритм? Что произойдет с последовательностью действий? Ребята выясняют, что, оказывается, изменится только первое действие. Вместо массы мы будем записывать масса растворенного вещества. Количество действий останется таким же. Как мы будем применять смысловое чтение? Учитель заранее готовит 3 задачи. Они разные. Ребята читают задачу, анализируют, и в результате появляются новые алгоритмы, которые вместе с ребятами мы можем составить. Первая задача, первый алгоритм. Дана масса раствора, массовая доля растворенного вещества А, найти массу вещества Б. Второй алгоритм. Дана масса раствора и массовая доля растворенного вещества А, найти объем вещества Б. И третий алгоритм. Даны масса или объем вещества А, найти массовую долю растворенного вещества Б. Сколько действий в последней задаче? Уже не 6, а 7. И ребята могут решать задачи, используя образовательный портал Решога. И вот они читают задачу. К раствору силиката калия массой 20,53 грамм и массовой долей 15% прилили избыток раствора нитрата кальция. Вычислите массу образовавшегося осадка. Что чувствует обучающийся? Я могу прочитать условия задачи. Я умею составить формулы веществ. Я умею составить уравнение реакции. Я могу расставить коэффициенты. Я знаю порядок действий задач. Я могу решить задачу. Таким образом, лесенка успеха. Каждое действие, которое выполняет ученик, он осознает, что он умеет выполнить такую работу. Если он не умеет выполнить работу, он возвращается к теоретической части и что-то там повторяет. Получается, что лесенка успеха, которая вот на данном рисунке из 4 ступеней, обучающийся ее преодолеет. Применяя данные приемы и методы на уроках химии, мы получаем высокий результат формирования смыслового чтения, так как у учащихся задействованы различные виды памяти и восприятия. Используйте данные приемы на своих уроках. Желаю успеха!